жанр ауыл күйлері, деревенские напевы. Им свойственен средний темп, солмак. Это как раз идет от того, что распевались они, прогуливаясь по деревне, вдоль речки, по лугам, и поэтому идет шаговый темп, анданте, модерате. Есть четкий рисунок, темпоритм, внутренняя квадратность и, конечно, красивая распевность. Это естественно и повторность. На этом примере хотелось посмотреть очень знаменитую песню народную «Сарман». Ее, наверное, все знают. Вот это начало мелодии. Хочу остановиться на тексте. У нас 4 строчки. Все в квадратно, все ровно и очень удобно для пения. Вот первая строчка «Сандугачлар кунып койда сайры». То есть вопросительный. Да? Звук «а». Вот если будет читаться «сандугачлар», то на татарском оно, конечно, произносится «сандугачлар». И заметьте, «че» тоже говорится как «ще». Вот в русском есть такое слово, как «щи», «борщ». И вот как раз здесь оно так и слышится «сандугачлар». «Кунып» будет читаться «кунып». Буковка «ы», она не открывается в татарском слове, оно читается внутри. «Кунып», «кунып». Вот «сандугачлар кунып». Дальше «койда сайры». Вот «сайры», там уже за буковкой «и» вы видите «и» краткое, тогда она уже более открыта. «Сайры», «сайры». Дальше «сарман буйларында». И вот может прочитаться «тиректе», а здесь оно у них произносится более мягко. «Тиректе». Вот особенно еще есть буковка «э». Ее нельзя как бы и открыто говорить «тиректе». Это будет при исполнении не очень правильно. Оно тоже округляется, но все равно оно произносится очень мягко. «Тиректе». Далее. «Сиңа булган яшлик мәхәббәтем». «Не» с хвостиком. «Сиңа». «Ң». «Сиңа». «Булган». И дальше. Оно может прочитаться «яшлик», но здесь будет, конечно же, «яшлик». То есть это и краткое, и «э». «Яшлик». «Мәхәббәтем». «Мәхәббәтем». «Тем». Не «тем», не «бәхәббәтем», «мәхәббәтем». И вот последняя строчка, 4-я, да? Обратите внимание, литературно пишется «урелеп». «Урелеп». Но при исполнении песни оно будет пропеваться по-другому. Первое «е» не произносится. «Урлеп». «Урлеп». Дальше «щещек ота». 2 слова. «Щещек ота». При пропевании фразы вот это «к», «щещек», оно будет звучать как «г», и оно соединится сразу в следующее слово «ота». То есть это будет как одно слово «щещегота». То есть «г» соединяется с «а». «Щещегота». Не «щещек», «ота». «Щещегота». Ну и последнее «юректе». «Юректе». А если русская буква «о», она открывается вертикаль «о», то «ы» татарское, оно остается более-менее вот здесь «ю». «Ю». Оно никуда не расширяется. «Юректе».
Йөрәктә. Сейчас пофразно пропоем. Вот это одна фраза. Сандугачлар кунып кайда сайрый. Это одна фраза. Но если у человека, начинающего, может не хватить дыхания, то он может разделить. То есть вот как раз первая, вот это одна фраза, но ее можно поделить на две части. Вот. Сандугачлар кунып. Это у нас восходящая фраза. А дальше вторая часть. Кайда сайрый. Вторая часть нисходящая. И на этом принципе построена вся песня. Если взглянуть на нотки, то есть это прям вот хорошо видно. И насчет мелизматики хочется сказать. У салмак-килер, как бы деревенские напевы, они, так как имеют четкую структуру, здесь таких больших, размашистых, так скажем, мелизматик нет. Потому что четкий темпоритм все-таки свое правило у него есть. Потому что мы не можем за квадраты сильно расходиться, иначе песня просто развалится. И по темпу тоже. Если мы возьмем медленнее, чем средний темп, он уже переходит в жанр озункей и уже по частям просто развалится. А если мы его возьмем быстрее, чем положено, оно уже перейдет в жанр токмаклар, бьюкилер, в шуточные песни, и она просто не пропоется. То есть мелодически она потеряется. И по поводу мелизматики, то Сормана очень удобная песня. Ее можно исполнить даже без мелизматики. Потому что мелизматика это все-таки природный дар, и им может обладать не все. То есть это не каждому дано природой, но всегда можно схитрить, можно выучить, можно просмотреть чисто по нотам какие-то мелкие штрихи, их выучить. И когда уже заучивается, оно уже станет природным. В сорман большой мелизматики не нужно. Просто можно, выучив песню, конечно, можно делать добавочные ноты, мелкие украшения, которые не выходят за рамки квадратности. Я не вышла за квадрат, но сделала маленькое украшение. Сайры, сармана буйларында тирәктә шул, сармана буйларында тирәктә. Идет повторность мелодии сейчас, но уже с другим текстом, да? Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем. И вот это как раз слово. Үрелеп чәчәк ата йөрәктә. Еще раз пропою специально, да? Үрелеп чәчәк